Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Доброго времени суток! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня мы знакомим вас с артистом балета Данилом Исхаковым. Расскажите, пожалуйста, о себе. В каком году пришли в наш коллектив? Всем добрый день. Такая замечательная история сложилась, что в 2011 году я поступил на Набережно-Челнинский колледж искусств, отучился 5 лет на хореографическом отделении, и в 2016 году были государственные экзамены по народно-сценическому танцу, где экзаменационный человек сидел Хамедов Айрат Ринатович. Он пригласил меня в этот шикарный коллектив, я даже знать не знал о нем. И после, конечно, колледжа совершеннолетия я пошел служить в армию, призвался на срочную службу, военный ансамбль песни и пляски ракетного стратегического назначения «Красная звезда», где прошел там срочную службу, и после этого решил выполнить свою давнюю мечту и переехать в Казань. Благодаря Айрату Ринатовичу я воплотил свои мечты, даже взял на себя ипотеку, чтобы освоить свое жилье и продолжить жить в Казани и работать в этом чудесном месте. А вот расскажите, в каком вы коллективе работали до того, как прийти в ансамбль? После прохождения срочной службы в 2017 году я устроился в первый свой профессиональный коллектив ансамбль «Танцы Казани». Проработав там 2 месяца, я понял, что это не мой хлеб, не мое творчество. И когда я уже начал познавать людей, которые здесь работают, артистов, я понял, что есть куда стремиться, есть кому расти. Меня вдохновляли люди, которые здесь находятся, которые здесь занимаются этой деятельностью. И я решил, что я хочу быть таким же, как они, и расти, перерастить их больше, чем больше их получается. Отлично. А со скольки лет вы занимаетесь танцами? Я вообще не занимался хореографией, ни танцами, я не знал. Я профессионально занимался спортивной гимнастикой. После этого получил травму и пришлось бросить большой спорт. И в 2011 году, благодаря своим родителям, меня отдали на Набережно-Челнинский колледж искусств, где я узнал, что такое хореография, танцы, сцена, новые эмоции, что такое зритель, аплодисменты. И продолжил свою деятельность уже, получается, 11 лет я занимаюсь профессионально танцами. А поделитесь, какие есть плюсы и минусы в работе в нашем коллективе? Начнем с плюсов. Плюсы — это, конечно же, гастроли. Гастрольные туры. Это как мы сейчас находимся на недельном туре по Перми. Это чрезмерно кайфовая жизнь, когда ты едешь в автобусе, видишь Россию, как она своими просторами все показывает это. И, конечно же, зритель, потому что зритель везде разный, везде другой. Они отличаются, что в Татарстане, что в этом краю. Это, мне кажется, очень хорошо. Лично я так ощущаю. Минусов нету. Минусов нет. Единственное, что мало кормят. Но я об этом не говорю. А какими номерами, какими танцами вы бы хотели обогатить золотой фонд ансамбля? Я сам по себе, по структуре люблю широко
двигаться, широко стоять на сцене, поэтому я бы хотел побольше русского и казачьего бы добавил еще. А так меня, в принципе, все устраивает. Потому что есть и мужские номера, и общие, где можно показать вот эту всю свою широту, весь свой профессионал. Вот поэтому я считаю, что... Вы, наверное, видели, как он выполняет каскадерские трюки. В каких номерах? Напомните, пожалуйста. Ну, благодаря гимнастике также я просто профессионально начал заниматься уже трюками. Джигитовки, мужской номер джигитовка у нас есть, Мироновская, в русском танце Субботея. Ну и где-нибудь есть еще какие-нибудь, где занять можно трюками, я пытаюсь показать себя, потому что это тоже вдохновляет меня. Это чрезмерно круто, когда ты выполняешь трюк, останавливаешься, встаешь в позу, и тебе просто кричат «браво» и хлопают еще больше. Какие у вас планы на будущее? План на будущее, ну, мы живем все одним днем, поэтому жить, развиваться, я считаю, потому что это каждый день встаешь с новыми мыслями, с новыми идеями и идешь воплощать их. А так пока развиваться, закончить институт наконец-таки. А вот эти вот трюки, вы сами их разучиваете или с какими-то каскадерами советуетесь? Есть какие-то преподаватели у вас в Казани? Ну вот, я еще раз повторюсь, потому что в нашем ансамбле работает немало ребят, которые также хорошо выполняют трюки, и получается, они со стажем уже, и можно к ним обратиться с вопросами, и они тебе подскажут, как правильно сделать этот трюк с легкостью, вот, и чтобы себе не навредить. А если что-то новое там на Ютубе нельзя этому научиться? Мы Нужно учимся. обязательно с преподавателем, наверное? Ну нет, почему? Ну как бы можно искать также и других людей, кто выполняет эти трюки, также можно интересоваться, спрашивать. А по большому счету я сам пытаюсь как-то оставаться после работы, либо во время перерыва и накручивать, воплощать эти новые идеи и трюки. Что еще хотели бы сказать нашим зрителям, что мы у вас не спросили о себе, что-то интересное, интересные факты? Самое главное, приходите на концерты, потому что мы вас ждем, мы вас всегда любим, вы нам нужны, так же, как и мы вам. Ну и все, в принципе. Спасибо большое за ответы. Желаем удачи, чтобы не было травм. Спасибо огромное.